ам, Бог своего ангела и выпустил Ильдара Дадина из рук царя Ирода. И это то, что написано, где лежат кандалы святого Петра в церкви в Риме, Сан-Пьетро-ин-Винкули. Мне очень понравилась эта цитата, потому что это цитата про внутреннюю свободу. Это значит, что когда нас заковывают, мы всегда внутренней свободы. Да, конечно. Можете ли вы сказать, что случилось, потому что я совсем не понял. Эта девушка, кто она, пожалуйста? Ариэла Кац — это гражданка США. Она приехала сюда месяц назад. У нее мама русская, но она эмигрировала в США и сейчас, вот, собственно, она там живет. Но Ариэла часто приезжает в Россию и, собственно, очень переживает. Она очень такой отзывчивый человек, очень... Я не знаю, я с ней пообщалась буквально пару часов, но у меня такое впечатление, что я ее всю свою жизнь знаю. Это человек, прям вот золотой человечек, я бы так ее обозначила. Она студентка, она изучает древние языки как современные, и при этом она очень переживает за то, что происходит в стране. Она знает Настю Зотову очень хорошо, и поэтому она считает важным помогать доносить информацию о том, что происходит в стране, именно то, что в стране есть политзаключенные, в частности, Ильдар Дадин. Ну, я, конечно, слегка в каком-то непонятном состоянии, потому что они попросили меня поснимать пикет, но я не знаю, чем все это закончится, потому что она гражданка другой страны, и она не намерена останавливаться. Я думаю, что если ее сегодня опять вот сейчас выпустят, может быть, опять после профилактической беседы, то это будет в лучшем случае, потому что она набрала вот целую кучу еще листиков, и она намерена продолжать выходить на эти пикеты, не останавливаться, и, ну, собственно, за нашу с вами свободу, за нашу возможность говорить правду, за отсутствие политических заключенных, за отсутствие мысли преступления в России. И я очень хочу ей помочь, в то же время я очень сильно за нее переживаю. Ей всего 20 лет. Я надеюсь, что ничем плохим для нее это не закончится, но она очень упряма, и ее позицию прекрасно понимаю, и я не могу ей запретить. У меня нет таких ни моральных, ни каких-то других прав запрещать, потому что это человек, который действительно внутренне свободен. Человек, который знает, что понимает, что такое свобода. Ну, в ее стране есть статус свободы в Нью-Йорке. А здесь я искал в Москве. Скажите, есть в Москве статус свободы? Где-то?
знаете, Если есть, у нас Кривоец достаточно хорошо, потому что я не видел пока. в Москве проводят референдум о восстановлении памятника Дзержинскому. Это Это- будет статью свободы, статью не свободы. Да, Да. да. Тогда сейчас, я думаю, пойдем посмотреть ОВД. Да, я сейчас иду в УВД. мы Хорошо, тогда пойдем дождемся, туда. когда- Тогда встретимся попозже. Да. Тогда скоро встретимся снова в ОВД. ОВД Китай-город. До встречи.